В эфире шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Я заметила одну очень интересную вещь, что в Инстаграме большинство людей выкладывают котиков или разных своих животных. И более того, есть лайфхаки, как правильно фотографировать своего кота. Ну, котики — это слишком легко. Вот попробуй сфотографируй лося, зубра, медведя. Мне почему-то кажется, что это совсем нереально. И ты еще попробуй убежать от таких диких зверей. Гость, который пришел сегодня к нам в студию, много лет занимается тем, что фотографирует диких животных и разные белорусские пейзажи. Еще он создал целый туристический портал planetabelaruсь.by и знает о нашей стране практически все. Профессиональный фотограф, краевед, издатель Сергей Плыткевич. Сергей Плыткевич – профессиональный фотограф, краевед, издатель. Работал корреспондентом в горячих точках. 20 лет издавал газету о туризме. Сейчас фотографирует белорусские пейзажи и диких животных. Продвигает туристический бренд нашей страны. Создатель интернет-портала «Планета Беларусь». Сергей, здравствуйте. Да, добрый день. Доброе утро. Как настроение? Ну, как обычно. А вы только с работы, да? Ну да, немножко поснимал. Будете нас сегодня фотографировать, наверное. Не получится. Это слишком... Вы должны отбежать метров на 100. Очень жаль. Ну, Зина ради фоток побежит. Да, но у 100 меня метров. есть другая камера, я могу сфотографировать. Ну, пойдемте, пройдемте. расскажите нам сейчас про эти камеры. Сергей, вы раньше работали фотографом-документалистом, в том числе в горячих точках. А почему вы решили переключиться на природу? Решили дать отдых душе? Нет, просто-напросто в разное время есть как бы разные интересы. Во-вторых, я начинал с природы. Я закончил лесной техникум. Начинал там школьное лесничество, там тянуло, в общем-то, меня в этом направлении. Потом была фотожурналистика. Но в 1994 году мы создали газету «Туризм и отдых». Ну, нам было интересно. Зарубежные всякие туры, экзотика, там, опять же, там, Таиланд, Куба, Китай, там, и так далее. Значит, а потом мне это стало неинтересно, потому что... Вы первый человек, кому стало неинтересно Куба, Таиланд, все вот эти все Почему? переезды. А может Столько быть, здесь... всего облетали. Нету, я таких не встречал еще, которые так Нет, поговорят. просто понимаете, вот если ты считаешь себя патриотом Беларуси, то ты думаешь, что ты можешь сделать для этой страны. Соответственно, когда мы сделали газету «Туризм и отдых», и у нас была масса материалов о поездках всякие за рубеж, то я потом смотрю, ну, надо Беларусь. С 95-го года я начал целенаправленно снимать достопримечательности Беларуси. Мне вот про животных интересно. Вы как к ним так близко подкрадываетесь? Вы, может, чем-то маскируетесь, накрываетесь? Ну, Или вы далеко сидите и во-первых, приближаете? Во-первых, есть объектив. О, да? Расскажите нам. Ждали, когда же вы обратите внимание на эту базуку. Расскажите. Не, ну, во-первых, для того, чтобы заниматься фотоохотой, нужна оптика. Допустим, вот объектив 100-400 мм камера, вот 800 мм. И Я сильные такого руки не видел надо иметь. никогда. То есть вот она. Подожди, меня не включено. То есть вот... Ты включились? Зачем вы? А вы сейчас меня сфотографировали? Сейчас ты Нет, будешь ну вы не в Дикий попали, только белорусская один глаз. экзотика. Да, там сейчас мой молекулярный состав сейчас сфотографировали, просто настолько там Нет, приближение. просто-напросто для того, чтобы фотографировать животных, нужно, знать, где они есть, да, уметь и знать, как их можно сфотографировать. Ну, например, вот вчера я вернулся из Красного Бора. Так. Задача была снять лосей и оленей. Подожди, а кто ставит такие задачи? Я. Вы сами себе. Мы делаем проект, мы делаем календарь, да, Красному Бору. И я придумал сам себе на голову, чтобы сделать календарь только из лосей. Да, значит, вот они зимой. Я вы календарь знаете, что... переверну, а там снова два Снова рога. лось. Не, ну, лоси, они в декабре сбрасывают рога, потом рога растут, так, и в разный период Они времени... вообще ходят Без рогов, представьте, мужчины есть такие, Что ж которые... это за лоси-то такие? Ну, временно, да, значит... Ой, не представляю. Да. Ну так вот, они сбрасывают рога, потом рога растут, они такие маленькие, панты называются, потом здоровые. И вот сентябрь сейчас самый пик, самое лучшее время для съемки лосей и оленей. А что с ними происходит? Любовь у них сейчас. Они кричат? Да, олени ревут, а лоси стонут. Они озабочены тем, чтобы найти себе, Парочку. ну, лоси парочку, а олень целый гарем. У оленя может быть до 30 оленух. Ну, самок. Вот это да. Вот, представляете? И всех этих 30 нужно, первое, полюбить, а самое главное, уберечь от других оленей, которые бегают вокруг и тоже хотят их полюбить. Почему же парни обижаются, когда их называешь оленями? Мне вообще непонятно. У них такой гарем. Не, ну Потрясающие это кому животные. повезет, который сильнее. Там же проблема в том, что вот есть олени, так, чем он сильнее, ну, на Тем самом больше у него... шансов поиметь... Да, если еще и татуировки есть, то там вообще потом никак. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. А у нас в гостях фотограф, краевед Сергей Плыткевич. Сергей, сейчас мы предложим вам поиграть в игру,
которая называется «А не слипнется ли?». Сейчас на экране будут показаны фотографии каких-то знаменитостей, и рядом с ними будет что-то из леса. То, что И- вы знаете, в Да. принципе. Ваша задача совместить это и назвать то, что получилось. Ну, давайте попробуем. Давайте посмотрим первый наш снимок. Вот, пожалуйста. Кто это? Вы же знаете его? Ну, зрительно знаю. Ну, Нагиев вроде бы. Да, Нагиев. Правильно. Дерево. Ну, мне кажется, что пихта, говорят, сосна. Маленькая сосна. Маленькая сосна. Малютка. Малютка? Да. Говорят, вам птички нашептали, да? Да, Вокруг да. вас Ну, летают? так что надо соединить. Да, соедините. Так, сосна... Подожди, Соснагиев, например. Правильно? Соснагиев, совершенно Вы верно. поняли принципы нашей игры. О, красивая девушка, только я не знаю. Мы подскажем. Это Катя Это Варнава. Варнава. Тоже Варнава. актриса. Варнава, да? Варнава. Тело чье? О, так, сова. Соединяем сова и Варнава. Да, все правильно. Вот уже я чувствую, подходит. Вот сейчас. Варнасов. Варнасов. Это круто. Ну, а вообще-то сова тут действительно только какой вид? У сов же много разных. И Ну, здесь... это подвид совы, которая вот не полностью проворачивает голову на 240 в основном поворот. Но это не важно. Тут просто сова. Берем Да. сову Ну, за да. основу, Ну, Варнаву за продолжение. Да, ну так Варнасов, что, плохо? Давайте зачитаем Варнасов. Пускай будет Варнасов, но мы хотели бы, чтобы вы сказали Саварнава. Саварнава. Да. Продолжаем. Знаете человека? Не, ну я, конечно, знаю, как правильно, как фамилия. Гарик Харламов. Гарик Харламов. Фамилия Харламов. И И была у нас берлога. О, медвежья берлога. так, мы не определяем, какая это берлога и чья она. Мы сейчас Главное, что Гарика это берлога. Харламова совмещаем со словом берлога. Что получится из этого всего? Давайте соединим берлога и Гарик. Так, Гарик, Бергарик. Нет, Бергарик. Бергарик. А у вас? Как Бергарик. У нас Берлагарик. Берлагарик. Но Берлагарик. Бергарик вполне себе. Бергарик. Бергарик тоже хорошо. Дальше, это что за грибы? Опята. Как, Вот. как так вот? Для меня знаешь все опята? грибы выглядят по-одинаковому. Да В ну, смысле? это опята. Я только Вот различаю у мухоморы меня, и вот, у меня эс- такие грибы вот всё. сейчас на даче растут прямо на газоне. Давайте сейчас соединим пятачок и опята. Опять, Да, пет, да, опять пет, опять. Опять? опять, Немножко заглохли. опять пет, Давайте берем начало от опят и конец от пятачка. опячок, Опячок. опячок. Отлично. Кто только что включил, прикинь, что в голове у человека. Так, Пятачок. берем конец Пятачок. пятачка. У нас продолжение рецептов наших. Берем Конец пятачка, начало опять. Грибов. Получается отличный студенческий салат. Опячок. Ну, а у нас было опятачок. Давайте посмотрим финальную картинку. Надя Дорофеева. Знаете такую? Нет? Певица. И совместим сейчас Дорофеево гнездо. А точнее, гнездо и Дорофеева. Гнездор, да? Гнездо, Р. Да, подождите, куда вы дели Надо же остальную часть? брать конец только Г- фамилии. Возьмите конец фамилии и начало гнезда. Гнездофе... Гнездофе... Гнездофеева. Гнездофеева. Отлично. Это замечательная Надя фамилия для Гнездофеева. звездочета, да. Давайте еще одну бонусную посмотрим сейчас. Ну, Ильич, конечно, лучше всех. Так, Какой тут у нас, смысл? смотрите, поле, Мгм. и вот они все кто? Они По все... кто- имени. По имени. Ну, все Леониды, да. Все Леониды. Сейчас И совмещаем получается поле и их всех. Леониды. Поле... Немножко поменяем местами концовки, будет похоже на По-французски химический элемент. получилось. Полеонид? Полеонид. Полеониды. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. А мы продолжаем общаться с фотографом-краеведом Сергеем Плуткевичем. Сергей, расскажите, пожалуйста, про ваш портал «Планета Беларусь». Планета Беларусь — это ресурс для путешественников. Мгм. То есть скромное такое название «Планета», потому что... ну, Скромная? Ну, в кавычках. А, понял. Ну, просто-напросто все зависит, какую ты планку ставишь. То есть планета Беларусь — это как бы целый мир, который совершенно неизвестен. Даже россиянам они не представляют, что такое мы. Так? Я уже не говорю о странах там, Западной Европы и так далее. Так вот, мы сделали ресурс, который позволяет получить полную информацию о Беларуси. Ну, опять же, полную, когда мы это все заполним. Потому что у нас есть достопримечательности, личности, календарь событий. У нас все классифицировано, разбито область, район, населенный пункт. У нас раздел, например, «Едем сами». Мгм. Ты пишешь, например, Минск-Браслав. Рисуется дорога. Прямо на компьютере. Так? Ну, Например, навигатор называется, да. получается. Да, рисуется дорога, как доехать. Карта. Ты можешь построить маршрут на карте. Дальше вверху наследие значочек. Ты ставишь галочку, появляются объекты, что ты можешь посмотреть по пути. Церкви, костелы, памятники. Питание. Получается, Да, ой, получается получается путешествие
путешествие Да, и ты можешь экскурсия. сам построить любое путешествие и посмотреть, где что находится. Мы сейчас делаем такой типа каталог, интернет-магазин. Да? Можно будет забронировать проживание, питание и сувениры купить. Так? Онлайн. Онлайн, Купить да. сувениры. Да, значит, но это еще не доделано, но мы такое, как бы уже запрограммировано, сейчас мы это заполняем. Соответственно, ресурс о Беларуси, так, при этом, значит, не просто ресурс, а красиво. То есть у нас каждый город, например, виртуальный тур по Браславу, по Полоцку, так, с возможностью захода в музей. И снято сверху, с земли там и все остальное. То есть, почему я говорил, я снимаю с 95-го года, теперь вот это все мы можем использовать на этот ресурс, другой То есть ресурс. свой миллион файлов вы сейчас Ну, перенесли не в миллион, планету конечно, Беларусь. там... Ну, какую-то часть Да, оттуда. какую-то часть. Плюс ко всему у нас будет возможность, опять же, поскольку у нас огромный выбор, там, Софийский собор, там, или любой другой объект, то есть, если, например, нужно там для рекламного агентства, для кого-то, значит, выбираешь любой объект Беларуси, он у нас есть. Ну, у нас, у меня. Как раз про объекты и места. Назовите, пожалуйста, топ-5 самых классных, интересных мест, где обязательно нужно побывать в Беларуси. Я назову с природной точки Давайте с зрения. природной. Да, с природной. Мгм. То есть есть раскрученные места, которые, в принципе, нужно посетить. Например, Нарочь и окрестности. Мгм. Действительно красивые места, но не озеро Нарочь, в первую очередь, а, например, Голубые озера. Да? Там много озер, тропа классная, красивая. Да? Нарочь и окрестности. Это первое место. Первое. Браслав. Да? Раскрученное место. Браславский, например, регион. Мгм. Браслав и окрестности. Я знаю, что там тоже есть какие-то озера. Ой, там Браславские озера. Да. там никогда не больше была. 250 озер в районе. Третье место однозначно это Красный Бор, потому что там масса животных. Ты можешь ехать на машине как сафари. Ты едешь и тут и справа, кабаны слева бегут. олени там и лани. В общем-то, Давайте фантастика. Четвертое место это весна, Припять, разлив. Да? Мгм. Когда разливается Припять, Полесская Амазонка. Это фантастика полная. Ну, представьте, река, километров 15-20 разлив воды. Ну, Так? И все залито, там дубы плавают, там просто такая тоже фантастика. И пятое. И пятое, Самое лучшее. ну, наверное, все-таки есть бренд, который раскрученный, так, и который символизирует Беларусь. Так? Поэтому не могу я обойти Белорусскую пущу. Теперь вот мы знаем, куда можно Да, путешествовать. классно. Надеюсь, многие телезрители сейчас для себя отметят какие-то новые места для путешествий и посетят и Красный Бор, и все остальные места, которые вы назвали. Большое спасибо вам, что пришли к нам в гости, рассказали такие вот секретики. Вам спасибо.